Сейчас еще раз скажу. Добрый день, давайте помолимся. Христа, Царю Небесный. Царю Небесный, услышите звук истины, прислушайте весь мир, наполняющий сокровища благ, и жизни податься, прийти, святить нас, и очисти нас от всякой стыдни, и спаси благую душу нашу. Спасибо. Присаживайтесь. Мы с вами продолжаем изучение книги Бытия. Подошли уже к 49 главе. У кого есть книжки, надеюсь, они почти у всех есть. Откройте, пожалуйста, 49 главу. Сегодня наш урочный чтец. Книжки все разобраны, их больше нету здесь. Это прекрасно. Вот. Мы остановились с вами на чем? Мы остановились на том, что Иаков, уже престарелый патриарх, он у нас умирает. Умирает, и перед смертью он призывает своих сыновей. Отдельно он благословляет или усыновляет сыновей своего любимого сына Иосифа, от любимой жены, вы помните, Рахили. И перед самой кончиной он призывает всех своих сыновей, вот, будущих родоначальников 12 колен Израилевых, для того, чтобы передать им волю Божию. Как это будет происходить, мы сейчас начнем с вами читать. Давайте первый стих 49 главы. Созвал Яков своих сыновей. Да, вот, собственно говоря, по одному стиху, пожалуйста. Вот, собственно говоря, это его действие патриарха. Дальше. Соберитесь, я скажу вам, что вас ждет в грядущем. Да. Соберитесь, я скажу вам, что вас ждет в грядущем. Эсхатон, тон и мерон. Эсхатон, тон и мерон. Ну, здесь вот греческие слова. Это перевод Септуагинты. Эсхатон. Одно слово. Тон и мерон. Эсхатон — греческое слово, обозначающее последний, крайний, предельный, отдаленный, самый край или конец. Ну, вот так. Последнее слово запишем. Конец, предел, предел. И мерон — это день или сутки. И мерон — это день или сутки. То есть о чем говорит у нас Иаков? Иаков созывает своих сыновей и говорит им: соберитесь, я скажу вас, что вас ждет не просто в будущем, я не просто вам так предскажу будущее, я вам скажу, что будет в конце. Я скажу, что будет в конце. Эсхато. У нас есть греческое слово, русское слово, точнее, происходящее от греческого, эсхатология. Что оно означает? Да, совершенно верно. Учение о конце света, то есть о пределе. И вот здесь Иаков, собирающий своих сыновей, он им говорит: я предскажу вам не просто, что с вами произойдет, а предскажу вам, что будет в последние дни. В последние дни. И вот тут возникает вопрос, какого рода последние дни? Последние дни конца мира? Или последние дни еще какие-либо? Если мы обратимся с вами к тому, мысленно, да, что речь идет о создании народа Израиля. А для чего создается народ Израиля? Смысл создания народа Израиля. В этой среде родится Спаситель. Правда же? Спаситель. То есть спасение человеческого рода произойдет в этой среде. И когда Иаков говорит: я предскажу вам, что будет в последние дни, то есть по смыслу в последние дни для смыслового, да, бытия нашего вот этого сообщества, Израиль, который боролся с Богом, будет побеждать людей. То есть я вам скажу, когда придет Мессия, что будет происходить.
Вот о чем он пророчествует. Он пророчествует о новозаветном времени. Не просто о том, что произойдет с каждым из сыном, когда они придут в землю обетованную, завоюют эту землю ханаанскую, расселятся по 12 коленам и так далее, и так далее. Не просто. Но я вам расскажу то, что произойдет, когда придет Мессия. Вот в чем смысл. Эсхатон, конец Эмерон, последние дни, то есть дни пришествия Христа. Вот о чем идет речь. И следующий, пожалуйста, стих. Сойдитесь, слушайте, сыны Якова, Израиля слушайте, отца своего. Да, это вот такая поэтическая, да, такая тавтология. Сойдитесь, слушайте, сыны Якова, слушайте, сыны Израиля. Дальше. Рувим мой первенец, моя мощь, первый плод моей силы мужской, всех он выше, само могущество. Да, мы с вами говорили о Рувиме, мы с вами говорили о Ребуане. Рувим, Ревуан, Рубен – это все одно и то же имя. Рабен – вот сын. Да? Рувим означает вот сын. Вот сын. Это первенец. И, соответственно, традиционно, как мы знаем, первенцу принадлежат вся честь, большая часть имущества, власть и так далее, и так далее, и так далее. Но что он говорит? Мой первенец, моя мощь, это действительно так, это все физиологические, да, какие-то сопутствующие вещи. Первый плод моей силы мужской, всех он выше, само могущество, все так и есть. Следующий стих. Безудержный, как воды, больше первым не будешь ты. Раз возлег на постель отца, попрал, осквернил мою ложу. Да, вот это вот мы с вами как раз сейчас и проходим. Что он сделал? Он возлег с Валлой. Да, он возлег с Валлой. Валла у нас кто? Наложница? Вот у нас Валла. На иврите Валла завешен это Бильга. Бильга. Это по-латински тут писать. Бильга. Валла. Что в переводе означает? Стыд. То есть возлег с Валлой, наложницей отца, что совершил инцест фактически, да, это жена, это как бы мать ему, если мы будем подходить, да, к этому вопросу с точки зрения родственной, да, связи, это мать ему, и вот он возлег с ней, осквернил ложе отца, а бильга это у нас в переводе означает стыд, значит он что сделал? Сочетался со стыдом, совершил нечто постыдное. Как о нем говорит? Безудержный, как воды, больше первым не будешь ты. То есть, что мы видим? Первенец лишается своего первенства. Такое уже было в истории. Вы должны это помнить. Да. Это уже несколько раз встречается у нас. Вроде бы по закону, по плоти, по всем социальным установлениям, да, вот, должен наследовать старший сын. Сколько раз у нас происходит нарушение этого? Какие вы помните? У самого Якова он тоже второй. У Авраама рождается Измаил первый, Исаак второй. Да? И что говорит Господь? Не в Измаиле, но в Исааке будет благословение тебе. Вот эта неплодная, 90-летняя супруга, она родит тебе того, от кого произойдет великий могучий народ. Но не от Измаила будет спасение, хотя первенец по плоти у него Измаил. Дальше. Сам Исаак каким образом получает благословение? Он его восхищает. У кого? У своего первого, да, как его зовут? Исав. Исав или Эдом, да? Косматый или красный. Адама мы с вами говорили. Да? Вот. Что он сделал? Он восхитил первородство. Но так и произошло. Это благословение имеет силу. Почему? Потому что Исаак, он хоть и старший, он как бы и должен наследовать, да? Но что, каких качеств в нем нет?
Он продает свое первородство за красное вот это, за чечевичную похлебку. С легкостью отказывается от благословения отчего. Если я голоден, да, зачем мне это благословение, говорит он какой-то критический момент. То есть, ну чем, вот тактически, да, ради тактики поступается стратегией, то есть ради перспективы, на нее вообще не смотрит. Вот он голоден, ему хочется есть, ну ее эти благословения и так далее, и так далее. То есть вот что происходит. То же самое, и что? И благословение переходит на младшего сына. Хотя по закону, по плоти должен наследовать кто старше. Законы плоти, с одной стороны, и законы духа, с другой стороны. А Бог, как мы знаем, это не плоть, Бог есть дух, говорит Священное Писание. Вот о чем здесь идет речь. Дальше. Когда любимый сын Иосиф приводит своих детей для благословения, Яков ему говорит: я усыновляю их. То есть у нас нет колена Иосифа, да? Среди 12 колен в Израиле нет колена Иосифа. Есть колено Ефраима и Менаше. И что делает Яков? Мы с вами это говорили, да? Он крестообразно руки кладет, и так получается, что правая рука полагается на голову младшего Ефраима, да, старшая а левая рука на голову младшего. И когда Иосиф, думая, что слепой, престарелый отец, вероятно, совершает ошибку, пытается переложить руки, что он слышит в ответ? Нет. Я знаю, сынок, знаю. То есть это делается преднамеренно, это не ошибка. Да, вот у самого Якова было обман был со слепым отцом, да, а вот тут вот посмотрите, что происходит. Да, вот. И в данном случае Рувим, первородный по плоти, отвергается, потому что буйствовал в этой самой плоти. Да, как он говорит, безудержный ты, как воды, больше первым не будешь ты, раз возлег на постель отца, попрал, осквернил мое ложе. Он лишается своего первородства. Следующие стихи, пожалуйста. Симеон и Левий, братья, чьи ножи – оружие жестокости. Не участники их замыслов, их в атаге я не причастен. Прогневаются, убивают людей, потешаются, калечат быков. Проклят гнев их, что так жесток, и их ярость, что столь свирепа. Средь сынов Якова разметаю их, рассею среди сынов Израилевых. Да. Вот теперь у нас два брата, Симеон и Левий. Да, вы вот в прошлый раз интересовались этим вопросом. Симеон и Левий. Шимон ве Леви Ахим. Шимон ве Леви Ахим. Симеон и Левий братья. Значит, что у нас означает слово Симеон? Он происходит, мы с вами говорили, от еврейского слова шама, слышать. Да? Симеон, это шима, означает слышание, слышать, слушать. А Леви происходит от елаве, прилепиться или присоединяться. Прилепиться или присоединяться. В. Это Леви. Леви означает присоединение. Присоединение. В Священном Писании человек слушает кого? С кем общается? С Богом, со Всевышним. Да? Мы с вами уже говорили, что в определенный период, вспомните, пожалуйста, Симеона забирают, вы помните, при дворе Иосифа, да? Братья, они что делают? Каждый раз, рассказывая о судьбе своего отца, о своей судьбе, они не раскаиваются. И у них в конечном счете забирается в качестве заложника, Иосиф забирает старшего, да? То
То есть шама, слышание Бога, связь с Богом, она у них отбирается до тех пор, пока они не являют, что вот тут жертвенность, когда сам Иуда, да, в заложнике оставляет собственную семью и так далее, и так далее. Когда они вот раскрывают, да, все, что с ними произошло. То есть они сами когда раскаиваются о том, за что это наказание на них сходит. Тогда Симеон им возвращается, мы с вами об этом говорили. Вот здесь Симеон это слышание, Леви это присоединение. Слышание и присоединение или сочетание, Яков говорит ахим, братья. То есть они вместе. Что человек слушает, с тем он и сочетается. Правда же? Кого человек слушает? Какая у нас поговорка есть? С кем повезет? Вот, с кем поведешься, от того и наберешься. А извините, можно вопрос? Вот здесь он говорит, что я не причастен к тому, что они убивали людей. Я не понял. Он не воспитывался? Сейчас Почему мы подойдем он к им так этому. относится, вот он не Сейчас причастен мы к к этому воспитанию? пойдем. Во-первых, контексту, вернемся к контексту. Что говорит Яков? Я вам говорю о конце. Это я понимаю. Да, это пророчество. Да? И вот сейчас мы с вами разберем, что это за пророчество. Итак, в Священном Писании мы с вами проходили такой глагол яде, яда, что означает познавать. Да? И в то же время мы с вами говорили, что познание делает тебя сопричастником чего-то. То есть, когда Ева познала плод, она присоединилась к греху. Она познала древо, да? А древо тоже было древо познания добра и зла. Она познала плод, она познала добро и зло, она приобщилась к греху, нарушив волю Божию. Познание чего-то делает тебя, у нас в наших индоевропейских языках, кажется, вот со словом филе греческим связано. Да? Если ты чем-то очень сильно увлечен, это отображается на твоей жизни. Ну, филателисты там и так далее. Да? Вот, они очень чем-то увлечены, может, собраниями чего-то, может, и так далее. То есть это накладывает отпечаток на нашу жизнь. Познание чего-то обязательно делает тебя сопричастным чего-то. То, что ты познаешь. Если ты очень любишь там географию, ты путешественник. Ты ездишь по всему миру. Если ты геолог, ну то же самое, ты знаешь там почвы, да, по всем. Если ты рыбак, ты знаешь все виды рыб, которые, да, и дома у тебя это наверняка отражается, да, вот это все на кухне и так далее. Ну вот здесь и то же самое. Здесь то же самое. Яде, что ты познаешь, причастником того ты и становишься. А потом Адам познал Еву. Мы с вами говорили, сочетание мужчины и женщины в плоть едину, как говорит Господь, да? Это уже целостное существо, единое существо, муж и жена. Они действительно познают друг друга и даже на протяжении многих лет становятся похожи друг на друга. Черты характера перенимают, иногда даже внешне очень становятся похожи, вы знаете. То есть вот, ну о чем это говорит? Познание и сочетание – это процессы, которые идут вместе. Что он говорит о Симеоне и Леви? Они братья, чьи ножи оружие жестокости. Здесь в подлиннике Шимон и Леви братья орудие насилия, замысел их. Или орудие насилия жестокости, меч их. А что за меч? Вот у нас есть в Псалтире, вообще сама Псалтирь открывается первым псалмом «Блажен муж». Рустик, вы часто это пока что исполняете, да, это произведение. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Так царь Давид начинает книгу Псалтирь. «И не стоит на пути грешников, и не сидит в собрании» кого? Развратителей. Блажен муж, говорит царь Давид, который не ходит на эти собрания, не причастен к ним, не сидит на них и так далее, и так далее. Вот у нас «С кем поведешься, от того и наберешься» происходит из книги Мишлей или притчи. Вот, здесь стих 26-27 так звучит. «С преподобным...» Так, подождите. Да, это происходит от греческого
Я его сейчас на греческом прочту. Амар тана нонтас катадиоксите кака туз де диакиус каталимпсете агатha. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Это царю Соломону приписывается, Шломо, да? И вот на греческом, в переводе 70, это звучит так. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. На иврите он звучит несколько иначе. Грешных преследует зло, а праведным воздаст он добро. Вот разница между греческим и еврейским текстом здесь в чем? Греческий текст, он несколько антропоцентричен. То есть, общаешься с мудрыми, приобретаешь мудрость. Общаешься с глупыми, раздражаешься. Ну, вот как бы понятно, да, она как такая отвлеченная, общая вещь. На иврите, то есть в массоветском тексте, более теоцентрично это звучит. Грешных преследует зло, а праведным воздаст он добро. Здесь, в отличие от греческого текста или от Септуагинты, присутствует действующее лицо. Оно не само по себе происходит, говорит Библия. То есть не просто от того, что ты там что-то делаешь, что-то происходит само по себе. Нет. Здесь присутствует действующее лицо. Кто? Всевышний. Господь. Он воздает. И вот Он воздаст добром. Современный перевод несколько иной. Несчастье преследует грешника, благополучие награда для праведных. То есть вот такие разные конструкции. Ну, во всяком случае, вот в индоевропейских языках эта поговорка «с кем поведешься», она с греческого перевода, как вы понимаете, взята, да? Значит, о чем говорит здесь Иаков? В их тайный сговор не войдет душа моя, с их обществом не соединится честь моя, ибо в гневе своем, это подлинник, да, убили мужа и по воле своей подсекли быка, перерезали жилы быку или подкопали стену с целью разрушения. Вот о чем говорит здесь Иаков? Вспомните, пожалуйста. Совершенно верно. Речь идет о мщении за осквернение сестры их Дины. Она по матери их родная сестра была, вы помните. Сихем, да, из города Сихаря, он, то есть из того же города Сихема, в Новом Завете он будет Сихарем, он увидел Дину, дочку Иакова, и полюбил ее. И он совершил над ней насилие. А в это время братьев не было дома, они пасли, это же кочевники, да? Иаков промолчал, когда все это произошло. Но когда вернулись братья, вы помните, что произошло? Сихем попросил своего отца взять дочь Иакова в законные супруги. Условием, которое выставили израильтяне или дети Иакова, было следующее: вы все должны обрезаться. Правитель города, отец Сихема, он, естественно, пошел на это ради сына, и весь город обрезался. То есть, по сути, что должно было произойти? Объединение должно было произойти этих хананеев и рода Иакова. И вот в то время, когда весь мужской пол совершил обрезание и в болезни своей лежал, то есть не мог двигаться, в это самое время они совершают такое стратегическое такое действие, они врываются в город, Симеон и Левий, уничтожают все мужское население и забирают все, что там есть. То есть вырезали город. Ну вы представляете себе, да? Вырезать целое поселение. То есть в ближайшей перспективе как бы, что вспоминает Иаков? Он вспоминает вот это убийство, как мы это называем еще, геноцидом, да, мы называем, да, вот, то есть уничтожение целого поселения. Это в ближайшей перспективе. А в отдаленной перспективе? Он-то пророчествует не о том, что было в прошлом, он-то пророчествует о том, что будет, и это то, что будет, связано с эсхатологией, то есть с эсхатоном, со временем пришествия Христа. О чем здесь идет речь?
Здесь присутствуют такие слова, как аф, гнев, ярость, негодование, гарак, убивать, ну это понятно, и иш, мужчина. То есть в гневе своем вы убили человека, и по воле своей разрушили, подкопали стену, ну какого-то города, чтобы его разрушить. Вот на суде у Пилата, Пилат поворачивается ко Христу и говорит знаменитую вот эту фразу «се человек», когда выводит его, помните, чтобы его, он говорит «се человек», «га Адам» или «га Иш», «се человек». Симеон у нас слышание Шама, а Левий у нас кто? От Левия кто произошел в израильском народе? А в целом Аарон это один из потомков, да. Да, кто такие левиты? Левиты это жрецы. Вот, совершенно верно. Священники. Священники, не бойтесь этого слова. Это не просто жрецы. Так святитель Филарет, кстати, в своих комментариях на книгу Бытия и вообще на Священное Писание, он ветхозаветных коганим, священников, называет коганов жрецы. Ну, как бы противопоставляя их новозаветному священству. Ну, это священники. Это священники сначала скинии завета, да, которую вынесли, которую сделал Моисей. Только они имели право, да? Да, да. Только вот родовое, сословное, жестко сословное. Вот есть одно колено, один род, который прислуживает вот этому шатру или этой скинии. И затем уже, когда Соломон строит храм, они становятся служителями храма. Совершенно верно. Из их числа просто левиты, это служители, там жертвоприношения были кровавые. Что необходимо было делать? Необходимо постоянно дрова подвозить, там же огонь горит. То есть за жертвенником следить. Еще что необходимо? Раз жертвенные животные режутся, да, то нужно следить за тем, что режется, да, то есть нужно следить за, ну это же в конце концов животные, да, убирать и так далее, это левиты. Священники собственно совершали жертвоприношения, они резали, они совершали молитвы и так далее. И третья составляющая, то, что на греческом называется архиереус, или на иврите гадоль коген, большой священник, или архиереус, ну, что в принципе то же самое. Сейчас мы говорим епископы. Да, это верховные священники, то есть высшие священники, те, кто в этот момент управляет, да, вот всей этой религиозной структурой. У них был архиерей, 7 архиереев. В Новом Завете мы знаем о Каяфе, Анне, которые судили Христа. Судили Христа. Вспомните, пожалуйста. И вот вопрос, кто предает Христа на казнь? Левиты? Из рода левита? Кто предает Христа? Где его судят? Где его хватают? В каком месте? Куда его ведут на суд? Кто? Ведь не римляне напали на Мессию, правда же? Правда же. А если мы говорим о Израиле, в Израиле, ну, собственно говоря, осталось всего там 2 колена, да, вот. Левиты и иудеи. Да, Иуда остался, иудейское царство, и левиты. Вот, ну, иудеи это понятно, галилеяне это тоже непонятно, что такое, кто такие, язык у них не тот, и говорят они не так, и верят, вероятно, не так. Вот иудеи и левиты. Хватает кто? Храмовая стража хватает. Это кто храмовая стража? Естественно. Конечно, это левиты, безусловно. Кто это? Судит кто? Каяфа, Анна, да? Синедрион из кого состоит у нас? То же самое, да? По большому счету. Лучше его убить. Да, да, потому что он был, там даже Писание говорит, да, потому что он был первосвященником в этом году. То есть убийство Христа это всецело замысел потомков Леви. Убийство Христа это всецело действие левитов. И левитов, и коганим, и священников, и первосвященников, безусловно. Но именно вот этой касты, как говорит Писание, по зависти они предали его. Да? Вот они видели, что за ним ходит. А учил он где? Он же учил в храме, по большому счету. Он же все это делал открыто. Когда его хватает, он что говорит? Я всегда открыто учил в храме. Ничего же тайного никогда не говорил.
То есть хватают левиты. Кто потом приходит к Пилату? Первосвященники. Понимаете? Кто говорит, что после смерти кто приходит и говорит о том, что вот поставь там стражу, а то эти украдут? Опять первосвященники. Речь идет о священстве. Речь Скажите, идет... пожалуйста, а фамилия по-русски как звучит одного из левитов? Простите, какого? Фамилия как будет, вот, допустим, по-русски, как вот звучит, допустим, Вы левитов? имеете в виду, если Да. происхождение? Да, какие фамилии могут быть? Ну, Левитан, Левинсон, много-много фамилий происходит, если вас это интересует, да? Да, есть, и на русском языке, и на многих других, ну, англоговорящих, там просто Леви и так далее, а на русском, да, вот так тоже. Так, значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что потомки Левия являются инициаторами убийства, потому что являются одержимы дьяволом. Господь прямо так им и говорит, что они не Бога волю исполняют, а они дети дьявола, желание его творить хотят. Он человека-убийца из коней, в истине не стоит, потому что нет в нем истины. А если что и говорит, говорит ложь, потому что отец лжи. Он показывает на потомков Левия и говорит: вы убийцы. Это вот характеристика Господа. Значит, сначала Евангелие от Матфея. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он творил, и детей, восклицающих в храме, это вход Господень в Иерусалим, Асана, сыну Давидову, вознегодовали. То есть сначала изменение происходит в душе, да? Ненависть он вызывает у них. Ну почему? Потому что чудеса могут только в храме происходить. Они же чудеса, это привилегия или прерогатива кого? Духовенства. Конечно, какие могут быть чудеса в какой-то Галилее? О чем вы говорите? Это духовность, она исключительно в жреческой среде может быть, да? И происходить, и получать характеристику. Только в жреческой среде. Затем второе действие. Тот же Матфей описывает уже в 26 главе. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти. То есть сначала вознегодовали, теперь ищут смерти. Кто? Опять потомки Левия. Заметьте, ни вельможи, ни сановники, ни мытари, ни блудницы, да? Ни воры, ни убийцы, священство, старейшины. Дальше. Третье. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. Имели совещание. Мы с вами как этот псалом произносим? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, пророчествует царь Давид, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. И, наконец, пятое, тоже евангелист Матфей, кстати, человек, писавший на иврите, для евреев, говорит: но первосвященники и старейшины, это уже на суде, возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Вот вам характеристика потомков Левия. Вот характеристика потомков Левия. Итак, вот в этом-то преступлении, говорит Иаков, вот в этом совете нечестивых, вы же это читаете, не участник я замыслов их. Да. Речь не просто о Сихеме. Это не просто Сихем. Потому что пророчество о последних днях, а не о том, что было в прошлом. Вот в этом замысле я не участник. К их ватаге я не причастен. Боже, меня упаси. Господь со мной заключает завет ради чего? Ради спасения и пришествия Христа. А ваши дети, и это, кстати, мои, получается, да, Иаков признает, дети, да, они что? Они убивают Христа. Он поднимает руки и говорит: я не причастен к этому. Конечно, что в своей скорби или в своем волнении еще может произнести этот уже престарелый человек на смертном одре. Итак,
Что произошло с коленами Симеона и Левия, когда они вошли в Израиль, то есть в землю обетованную, да, когда захватили? На самом деле колено Левия не получило никакого удела, священники не получили никаких земельных наделов, они жили в городах и находились на иждивении тех колен, в городах, в которых проживали, то есть были рассеяны по всему Израилю. По всей территории Израиля они были рассеяны, и в тех городах, у какого колена они проживали, те их и кормили. Они должны были отдавать, вы помните, это была десятина. Вот. Что касается Шама, то есть Симеона, то 59 тысяч человек выходит из Египта вместе с Моисеем, всего 22 тысячи входит в землю ханаанскую, затем теряет свое поселение и растворяется в колене Иудина. То есть пророчество о том, что рассею тебя, коснулось не только Левия, у которого сразу по выходе Моисей и Аарон прописывают, да, то, что они не будут иметь надела и так далее, прописывают в Торе, но и колено Симеона или Шимона, оно рассеивается и растворяется в колене Иудином. Оно теряет свой надел как таковой. Леви – священство, Симеон – слышание. Не услышало священство прихода Мессии. Не услышало. Приход Мессии оказался для них скрытым. Итак, еще раз. Совет их да не внидит душа моя, к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей подкопали ворота. Здесь два слова. К сожалению, у нас нет возможности показать. Здесь два слова используются. Синедрион. Синедрион. На иврите Сангедрин. Сангедрин. Синедрион – это греческое слово. Сангедрин на иврите. Это совет из 23 человек, которые вот в помощь Моисею были созданы для того, чтобы судить народ, помогать. Потому что один Моисей не мог, да, вот. И большой Синедрион, это по 2 человека от каждого, по несколько человек от каждого колена, он больше 70 человек, около 72 человек в себя вмещал, это так называемый большой Синедрион. Другое слово собрание, синагога. Синагога на греческом собрание. Собрание. Синедрион осуждает Христа. Синедрион это совет. Синедрион это совет. Синедрион осуждает Христа. Собрание первосвященников и старейшин, то есть синагога, кричит о том, что его нужно распять. Синедрион осуждает Христа. Это собрание у Каяфы. Быстренько собрали членов совета или синедриона для того, чтобы осудить Христа. До захвата Израиля Римской империи выносить смертный приговор мог только синедрион. То есть так убить где-то кого-то, это было незаконно. Суд должен решить, это совет. В него входили священство. Священство, да. И вот синедрион это совет, сангедрин, а синагога это собрание. Синагога это собрание. И вот смотрите, что он говорит. В совет их, да не внидит душа моя, в синедрион их не внидит душа моя. То есть я не причастен к этому суду, говорит Иаков.
и к собранию их, к синагоге их, хотя это мои дети, да не приобщится слава моя. Ну, конечно, как к убийству Мессии может приобщиться слава того, который является патриархом и заключает завет с Богом на пришествие Мессии. То есть вы вот эту вот всю катастрофичность, все переживание, да, этого человека, вы понимаете. Не участник я замыслов их, к ватаге не причастен, прогневаются, убивают людей, ну человека убили, потешаются, естественно, калечат быков или подрывают эти. Он не проклинает своих детей. Заметьте, что он говорит дальше в 7 стихе, пожалуйста. Проклят гнев их, что так жесток, и их ярость, что столь свирепа. Смотрите. Он же пророчествует Духом Святым, это же не пророчество от людей, да? Как и апостол говорит, никогда не пророчествуют люди просто так, по своему хотению, но всегда пророчествует Дух Божий через них. Посмотрите, что делает Господь в раю, то есть тот же самый Дух Святой. Когда Адам и Ева нарушают заповедь, он же не проклинает Адама и Еву. Что говорит Господь? Кто проклят? Или что проклято? Проклята земля, да? Проклят Нахаш, дьявол, но не проклят Адам. Образ Божий не предается проклятию. Ведь смысл в чем заключается? Смысл взаимодействия Бога и человека. Бога еще не человека и Бога, а Бога и человека заключается в спасении человека, а не в уничтожении его. И здесь, объятый Святым Духом и пророчествующий патриарх Яков, он не проклинает детей. По идее, что должен сделать человек, который увидит, что такое будет в будущем, да? Ну, мы бы прокляли, конечно. Это был бы наше дело. Но он не проклинает. Он говорит, проклят гнев их. То есть, та страсть, которая их ведет к этому греху, она проклинается. Дальше. Что так жесток? Проклята ярость их, что так свирепо. Страсти. Проклинается совершенно верно зло, страсти, грех, но не человек. Имейте это в виду. И среди сынов Израиля разметаю их, рассею их среди сынов Израиля, вы понимаете. То есть они были рассеяны, не имели своего надела, в конце концов, кто-то из них даже ассимилировался. 8 стих, пожалуйста. Иуда, братья восхвалят тебя, твоя рука на загривке врагов, пред тобою склонятся братья твои. Спасибо. Значит, Егуда атаю духа. Егуда, это Иуда, в переводе означает слава Господня. Егуда атаю духа, Иуда прославят тебя. То есть слава Господня прославят тебя. Здесь игра слов, она в переводе теряется, поскольку Иуда у нас имя собственное, да? А вот на иврите все звучит однокоренные слова. Иуда атая духа, атеха ахейха, едха барефу веха и иштахал леха бнеавиха. Что означает? Тебя прославят или возблагодарят братья твои. Твоя рука на шее вые врагов твоих. Ну, когда человек хватает, или животное, которое хватает кого-то за хребет, вы понимаете, что это означает, да? Твоя рука на шее противников врагов твоих, и склонятся, поклонятся тебе сыны отца твоего. Где у нас уже в этом же сюжете сыны отца кланялись своему брату, тоже младшему, кстати, не старшему? Конечно, это был сон Иосифа. Хотя Иосиф был младшим. Иуда у нас тоже не первенец, и даже не второй, и даже не третий. Он у нас 4-й сын. И вот оно пророчество. Иуда атаю духа. Обратите внимание, личных качеств у Иуды, отличающихся его положительную сторону своих братьев, ну вы помните. Все страсти есть. Наживо продает Иосифа, предлагает его продать. Что потом? Предательство, ну это само собой. Лицемерие, это само собой. Эти мезальянсы, браки с хананеями, да, помните.
спит с невесткой Фома. То есть личных качеств каких-то выдающих, о которых бы мы сказали, что это какой-то, знаете, там нравственную высоту являющая личность. И вот за свои заслуги Бог дает ему такую награду. Будущее. Нет. В категорической форме нет. Ничего подобного нет. Хвала Господня. Слава Господня – это прерогатива Бога. Когда мы Его славим, мы причастны к этой славе. Когда мы Его не славим, мы что? Мы теряем собственное предназначение. Но слава Господня от этого не меркнет, она не меняется. Это как с верой. Мы можем верить в Бога, что хорошо и правильно. Мы можем не верить в Бога, но существование Бога от этого не зависит. Бог существует вне зависимости от того, и Он блаженен вне зависимости от того, верим мы в это и не верим. Это, то есть каждый раз проблема заключается не в Боге, да, а она в нас. А вот образ взаимодействия Бога и человека нам открывает Слово Божие, Священное Писание. Иуду избирает Господь. Иуда – это моя слава, говорит Господь. Моя слава будет явлена даже в этом ничтожнейшем сосуде. А что, кто у нас из этих патриархов проявлял когда? Благородство. Авраам ли, когда жену свою Сару отдавал в наложницы, единственную свою жену? Исаак ли? Может быть, Иаков? Да никто из патриархов. Никто из них не блистал никакими нравственными качествами, которые можно было бы ставить в пример. Никто из них этим не блещет. Потому что? Почему? Потому что грех берет не в человеке, да, Иоанне, Василии и так далее, а в природе человеческой берет верх. В природе. Это важно отличать, что не просто человеческая личность грешит, а природа человеческая повреждена грехом. И носителем греховности является каждый человек, поскольку он человек, он носитель человеческой природы. Дело не в личностных качествах, дело в самой природе. Вот что постоянно ускользает из нашего внимания. Постоянно, поскольку гуманизм такого не предполагает. Он говорит, что природа безгрешна. Вот. Мы же говорим иначе. Итак, Иуду избирает Господь. Господь решает, что именно через этот грешный сосуд будет явлена Его слава или Его хвала. Это совершенно отличает то, что мы читаем про Иуде в книге Бытия, от, знаете, вот этих приторно-патетической географии, которую мы читаем в так называемых житиях, да, вот где родился святым, рос святым, всю жизнь совершал подвиги, умер святым, был взят на небеса. Господа, родился совершенным, рос совершенным, совершенство проявлял в своей жизни, конечно, ты будешь взят на небеса и так далее, и так далее. Но это не человек. То есть вот эти, знаете, фигура речи и правила географии, это высокий эллинский стиль. Его нужно, затем и все остальные народы его как перенимали, да. Это нужно немножечко зерно от этой красивой бармы. Вот знаете, когда вот герб любой составляют, да, есть, собственно, герб, он на щите. А есть этот антураж, да, вот там короны рисуют, там какие-то эти горностаевые, да, вот украшения нужно отличать от самого герба. Вот, четко там 4, 3 или больше или меньше количество символов. Читается не антураж вокруг, да, на каком там красивом основании лежит, а, собственно, только эти символы нужно читать. Вот то же самое, когда мы обращаемся к житию или описанию жизни какого бы то ни было человека, знаете, не на патетику нужно обращать внимание, а конкретно на факты из его биографии. То есть не на то, как он летал или она летал, исцелял, чудесничал и улетел на небо в конечном счете, а на то, какое воздействие было греха, какое воздействие благодати. Это единственное, что нас должно интересовать. Все остальное антураж. Это, знаете, иже во святых, это все антураж, это все высокий стиль. А вот конкретно на щите, вот на щите нового Афона, да,
конкретно пещера, монастырь, ну это о чем говорит? Да? Гора Анакопийская. А уж на чем он там, какие там вокруг будут короны и украшения, это уже дело десятое. Вот здесь то же самое. Итак, еще раз, в грешнике и отъявленном негодяе Иуде, по сути дела, именно такой человек предстает перед нами из описания Моисея, Господь являет свою силу и мощь. Господь являет свою славу. Хочешь ты читатель этого, не хочешь ты читатель этого, Господь так хочет. И так и будет. Вне зависимости от наших нравственных представлений, Священное Писание говорит именно об этом. 9 стих. Ты как лев молодой, Иуда, над добычей вздымаешься, сын мой. Да. Дальше. Словно лев в засаде к земле припал. Кто осмелится льва потревожить? Спасибо. Вот у нас пасхальный экстапостиларий светилен есть, плотью уснув. Вы, наверное, исполняете его, да, каждую Пасху? Плотью уснув, яко мертво, царю и Господи, тридневен воскреслись, и Адама воздвиг от тления, и упразднив смерть, Пасха нетления. Поет Святая Церковь. Достаточно знаменитый, известный, точнее, экстапостиларий. И вот Златоуст объясняет: возлег, уснул ты, как лев, и как скимен, скимен львенок, то есть маленький лев, молодой лев, кто разбудит его? То есть уснул как лев, это 3 дня в гробе пребывания Христа. Здесь, говорит Златоуст, разумеет крест и погребение его. Кто возбудит его? Как спящего льва или скимна никто не осмелится разбудить. Почему, говоря об Иуде, речь идет о льве? Да, это царь зверей, да. А кто у нас еще лев? Ну вот мы только что прочли. Да Христос лев, да? Христос лев. А почему он с Иудой-то связан? Колено Иуды. Совершенно верно. Иуда предок по плоти Христа. Поэтому гербом Иуды является, к сожалению, лев, да? Да, не могу нарисовать вам сейчас, но это лев. Гербом города Иерусалима, столицы Иудеи, является на сегодняшний момент лев. Ну, а у ачковцев тоже лев. Вот это герб. Что теперь из этого? Нет, вы знаете, у половины дворянских домов лев является символом. У англичан. Ну, понятно, потому что это символ власти. Тут как бы понятно, это хищник, это символ власти. На идише лев это лейб. Лейб? Лейб. Лейб. На иврите Ари. Имя Ариэль, лев Господень, да, вот, Ари. А это Лейб. У нас Троцкий был Лейба, да? Лев Давыдович потом оказался. Да, то есть почему лев? Лев это символ Христа. Да. Вот, кстати, замечательно, большое спасибо. Вот это квазихристианское произведение, написанное очень завуалированным другим языком. Да, почему лев спаситель у Льюиса, да? Потому что лев это Христос, это он воскрешает. Да, аслан это и есть лев. Только там язык тоже восточный, но как бы братский. Да, совершенно верно, совершенно верно. И поскольку был филологом, это вот та самая игра. Да. Итак, это потомок из колена Иудина, поэтому герб Иерусалима – лев. Поэтому герб Иуды на штандартах, когда колено шли, у Иуды был лев изображен. И символом этого рода является лев. Так, дальше 8-12 стихи, пожалуйста. Не выпадет жезл из рук Иуды, правителя посох у ног его. Время придет, он получит дань, и народ ему покорятся. Для осла у него привязь, виноградная ветвь, винная лоза, ослятам привязь. Одежды свои он полощет в вине, свои ризы в крови виноградной. А глаза его темнее вина, молока белее зубы его. Да, спасибо. Ну, тут уже, знаете, вот пошли такие поэтические символы, которые, ну, собственно говоря, в принципе, даже и трактовать, и комментировать смысла-то большого не имеет, поскольку у нас это все на слуху, это все очевидно, это все перед глазами.
Тут как бы вот эти первые, вторые, третьи лиги Писания, как Ориген говорил, вот Ориген, знаете, как это представлял толкование Священного Писания? Вот как ореховая скорлупа. То есть буквальный смысл – это скорлупа ореха. Ну, вы же его грызть не сможете, ее нужно расколоть. Потом идет нравственный смысл, говорит Ориген, это вот эта шелуха. Вот вы когда от миндаля хотите, от шелухи миндальной избавиться, вы же замачиваете ее, да, чтобы снять, или прожариваете, чтобы шелуха сошла. Да? Это вот нравственный, следующий этап. И, наконец, само ядрышко – это духовное. Это я вам тоже бы сегодня показал, за неимением как бы. Вот, то есть то же самое в Священном Писании, нам нужно проникать, не довольствоваться буквальным смыслом, не довольствоваться нравственным, которого в толкованиях и комментариях достаточно разнообразны, а доходить до сути каждый раз. До сути, потому что суть имеет непосредственное отношение к нашему спасению. Слово Божие – это слово о нашем спасении, каждого конкретного человека. Но поскольку писалось и передавалось оно посредством каких способов? Человеческих, вполне реальных, то нам нужно вот эти вот человеческие способы вскрывать каждый раз. Вот что мы, собственно, совершенно верно, как скорлупу, затем как шелуху и, наконец, добираться до этого сладкого ядрышка. Итак, «Ло ясур шевет ми Иуда умхакек ми бен раглав от ки яво шило вело икхак амин». Текст такой. «Не выпадет жезл из рук Иуды», то есть не будет отнят у него жезл из рук, правителя посоху ног его, время придет, он получит дань, и народ ему покорятся. Не отойдет жезл Иуды, речь об этом, до тех пор, пока не придет Шило на иврите. Греческий текст несколько иной. «Ук эклипсе архон не оскудеет начальник экс Иуда от Иуды, ке игуменос и начальствующий эктон Мирон из бедра в ту его, эос пока ан элфи придут, та апокимена отложены авту ему, ке автос опрос докия эснон, ему и он ожидание язычников. Ну, это буквальный перевод. Ожидание язычников. Самое главное, в этом тексте отсутствует слово «шило». Примиритель. Он в Септуагинте отсутствует. Он присутствует только в масоретском тексте. Не отнимется жезл от Иуды и его начальство, то есть главенство. Но он же царем будет, да? Мы же сказали, что он первенство получает. До тех пор, пока не придет примиритель, и в нем чаяние народов, то есть надежда всех людей. На иврите «шило», однокоренное со словом «шалом», «шило» – это примиритель, тот, кто несет мир, тот, кто несет покой, тот, кто примиряет, тот, кто успокаивает. Кто такой Шило? Как? Иисус. Ну, конечно, конечно. У нас был образ Мельхицедека, царя праведности, который был царь Салима, мира, мирный царь. И у нас здесь Шило, примиритель, несущий. Ну, кто у нас еще несет в нашей истории покой? Кто у нас примиряет с Богом? Ну, конечно, это только посланник Божий, Христос, помазанник. Поэтому здесь речь идет о том, что ты, Иуда, будешь править, иметь жезл. Жезл символ чего? Власти же, да? Вот вы все видели, когда сидят, да, вот на тронах. Жезл или посох всегда символ власти. Вот он у тебя будет в руках до тех пор, пока не придет Христос. Шило, примиритель, пророчествует Яков ему. Сбылось ли это пророчество? Давайте вспомним с вами Рождество Христово. Во время Рождества Христова совершается перепись. По приказу кого? Ирод. Нет, не совершал Ирод перепись населения. А, там был этот начальник.
Кто был? Как вы поете, какому императору единоначальствующему? Августу, Кесарю. Кесарь Август проводит перепись всей Римской империи. Налоги нужно собирать, он перепись проводит. При Квиринии, да, который начальствовал тогда, то есть консул или проконсул Иудеи, то речь идет о том, что в этот период Иудея уже вошла в состав Римской империи. Она не, там стоят легионы, кто Христа осудит? Прокуратор Понтий Пилат. Почему? Почему они пришли к прокуратору и говорят, убей его? Он говорит, имеете суд, сами сделайте. Мы не можем, говорят они, потому что римские законы отобрали у Сангедрина право смертной казни. И оно принадлежит только Риму. Нельзя убивать по своим местечковым законам. Нет никакой самостоятельности. Нет никакого суверенитета Иудеи. Она подчинена Римской империи. Но в ней есть царь, который избил 2000 младенцев в Вифлееме. Помните, мы говорили о Рахели, которая плакала на дороге в Раму, в Вифлееме. Почему плакала? Потому что нет детей. Да, плачет, не может утешиться, потому что нет их. А кто дал приказ убить? Кто? Ирод. Ирод. Какой он титул носит? Царь. Царь. Он царь. Он царь чего? Всего Израиля? Нет. Он царь Иудеи. Одной из 4 областей. Одной из 4 областей. То есть, римская власть не только отобрала права, она еще расчленила. И царь, так называемый царь Иудеи, это не суверен, он утверждается римским сенатом. Это Римская империя, это право Рима, право побежденного. Вообще, провинция, одна из провинций Римской империи. Да, со своим царьком. Со своим царьком утверждается в столице, а сидит царем там. То есть этот самый Ирод Великий, Иродос, он на греческом. Иродос правил где-то 73 года до Рождества Христова по 4 год нашей эры. Был по происхождению идумеянином. Был по происхождению идумеянином. Иран? Как? Иран? Сын Антипатра, римского прокуратора Иудеи. Основатель идумейской династии Иродиадов. Иродиадов. Какая произошла история к этому времени? Она в книгах Маковейских Библии. В последних 3 книгах излагается 1, 2 и 3, но не канонических, поэтому она не входит в сборник вот, канонический. Речь идет о чем? Речь идет о том, что к пришествию Христа Иудея была завоевана одним из осколков империи Александра Македонского, Сирией. Египет и Сирия попеременно завоевывают эту территорию. Александр Македонский захватил большую достаточно территорию, эллинизировал, как мы говорим, да, ее эллинизировал. После его смерти она распалась, разделилась, да. Вот Селевки и Птоломеи, военачальники Александра Македонского, они поделили между собой Египет и Сирию. Ну, еще там 2 военачальника. Вот поскольку Иудея находилась между Сирией и Египтом, то одна, то другая провинция периодически, то есть царство на тот момент на него влияли. И когда сирийцы захватывали, эллинизированная Сирия, когда захватила Иудею, внесла туда свои законы. Ну, храм был разрушен там и прочее. И иудеи не могли терпеть насилие иноземцев, они восстали. И восстание возглавил священник Маттафия, Маттитьягу, священник, значит, откуда? Да, совершенно верно. Возглавил, и восстание было удачей. Освободил территорию, небольшую, конечно, не тот древний Израиль, понятное дело уже. Он положил начало или основание династии Османеев или Хасмонеев. От него его дети, Александр Янай, Иоанн Геркан и прочие, они уже стали править Иудеей. И вот этот вот
Ирод Великий, человек был, видимо, недюжего ума, достаточно хитрый. То, что он был коварный, это однозначно, об этом даже римские историки пишут. Он женился на Мариамне, женщине из этого дома, потомков Асмонеев. И был вельможей в Иудее. Затем путем интриг уничтожил всех родственников Мариамны, ее брата, наследника и так далее, и так далее. И уничтожив их всех, воцарился на троне. Стал царем. А он кто был по национальности? Так, а вот теперь кто он был по национальности? Идумея, Эдом, кто у нас? Эдом. А, Эдом это рядом же тоже. Мы только что о нем говорили, о красном или косматом. А, Это старший брат Иакова. Иаков предсказывает. Помните, он украл первородство? Да, Помните, он украл? У кого? У Идома. А тот пришел к отцу. Вот я вам зачитаю, чтобы вы не искали. Неужели у тебя одно благословение, и этот опять меня обхитрил? Неужели у тебя одно? Исаак отвечает: я поставил его господином над тобой, и всех братьев отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. То есть самое главное, да? Мы с вами говорили, что же я сделаю для тебя, сын мой? Но Исав сказал: неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой! И возвысил голос свой и заплакал. То есть это истерика, да, классическая. И отвечал Исаак, отец его, и сказал: вот теперь слушайте пророчество. Вот от тука жира земли будет обитание твое. Мы с вами это читали. И от росы небесной свыше. То есть если у Исаака благословение от неба до земли, то у этого наоборот, мы с вами говорили, снизу вверх идет, да, последовательность. И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твою. Идумеяне были захвачены израильтянами. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его свы с шеи твоей. Вот при Ироде это произошло окончательно и бесповоротно. Он уничтожил царскую династию священническую на тот момент, Асмонеев, полностью, вырезав их. Один из историков пишет, когда он приказал там утопить в бассейне брата своей жены Мариамны, Ирод так горько его оплакивал, что в Иерусалиме никто не сомневался, что это его рук дело. Да, это вот один из историков так описывает. Ну они же фактически братья вообще по все. Все мы братья. Да. Вот что делает грех в человеке. А другой историк, тоже древнеримский, он пишет о том, что лучше быть свиньей при дворе Ирода. Кстати, он приписывает эти слова императору Августу. Лучше быть свиньей при дворе Ирода, чем его родственникам. Человек вырезал всех своих родственников. А почему? Он серьезно оплакал или такое было притворство? Он действительно убил его, своего шурина, и, конечно, это было притворство. Да. Он серьезно оплакал? Нет, он оплакивал, вы должны понять, что человек шел к власти. Человек шел к власти. И, конечно, не в его интересах было противопоставлять себе вот эти патриотические силы Иерусалима. Он, конечно, оплакивал горестно. И, ну, вот видите, какое описание. И никто не сомневался, что это его рук дело. Все равно знали. Именно потому, что он это очень горько делал. Слишком театрально, слишком наигранно. Вот. А другой говорит о том, что лучше быть свиньей при дворе Ирода, нежели Августу приписывают эти слова, нежели его сына. Почему? Он перебил своих детей, все их подозревал в этих. Ну, знаете, у тиранов у них же судьба одна и та же. Ничего же нового, да? У узурпатора власти судьба чаще всего, у них большие семейные проблемы. Узурпация власти, она потом приводит, она отыгрывается, да, на потом. Это вы сами, если хронологически, да, всех тиранов. И все Господь благословлял, что они были Как? Я читала, что Да. их благословлял Господь на власть. Ирода? Нет, вообще. Все властители. И сегодняшний, и в то время. Вы знаете, ничего из того, что происходит на земле, не происходит без воли Божией. Для себя мы просто делим божественную волю на попущение и благословение. Но это для себя, это как мы его воспринимаем. Я просто читала, Да, совершенно верно. Нет, если речь идет об Ироде, то речь не идет Я о нем
Да. Сегодняшние властители Нет такого, что все благословенны, никогда не бывает. Мы разделяем для себя благословение и попущение. Вы же знаете термин попущение, что означает? Нет, почему? Мы волю Божию для себя, люди, делим вот таким образом. А воля Божия, она одна. Она благая. Воля Божия одна. И промысел тоже. Конечно. Ну, вы знаете, мы же говорим о жизни человека, правильно? Мы же не говорим там о жизни животного или о какой-то программе компьютерной. Вот как кристалл. Свет, который на него падает, он всегда один. А вот кристалл многогранен, он крутится. И вот вы знаете, что происходит? Да? Вот что мы наблюдаем? Да, какое многообразие? А луч всегда один. Чистый, светлый и направленный на этот кристалл. Вот жизнь, она вот такая вот потом становится у нас. Хорошее сравнение делаете. Вот. Значит, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что ко времени пришествия Христа, жезл у Иуды был отобран. Потому что Ирод, не из колена Иудина, он был всего лишь женат на Мариамне, да? И сама Иудея явилась провинцией чего? Римской империи. Нет никакого суверена, нет никакого царя. Вот тогда придет Шило, говорит Иаков. Примиритель. Рождество Иисуса Христа произошло во дни Кесаря Августа, пишет Священное Писание. При Ироде идумеянине, да? То есть никаких царей Иудеи уже нет. Пророчество сбылось. Мы это констатируем. И дальше что описывается? Он привязывает к виноградной лозе. Что за символ у нас виноградная лоза? Осленка, да? Вот у нас Захария за несколько столетий до Рождества Христова пишет в книге своей: «Возликуй ликованием, дочь Сиона, кричи от радости, дочь Иерусалима. Вот царь твой идет к тебе, погляди, торжествующий, победоносный, кроткий, верхом на ослице и на осленке, сыне вьючного животного». Вход Господня в Иерусалим. Совершенно верно, конечно. То есть здесь о чем говорится? Для осла у него привязь, виноградная ветвь, виноградная лоза, ослятям привязь и так далее. Когда они приближались к Иерусалиму, пришли в селение Вифагия, что расположено на Масличной горе. Иисус послал вперед 2 учеников и сказал: идите в селение, которое перед вами. Там вы сразу же найдете привязанную ослицу и рядом с ней осленка. Отвяжите их и приведите ко мне. Об осле и осленке говорит Иаков, живущий за 1800 с лишним лет до Рождества Христова. Если кто-нибудь вас спросит о том, что вы делаете, то отвечайте, что они нужны Господу, и вам тут же дадут их. Это произошло для того, пишет Матфей, чтобы исполнилось сказанное через пророка. И дальше цитирует Захарию, которого я вам только что прочитал. Осанна, сыну Давидову, благословен тот, кто приходит во имя Господа. Осанна Вышний. Это вход Господень в Иерусалим. Что там дальше? Одежды свои он полощет в вине. Вот вы все занимаетесь производством вина. Давите его. Каждый из вас знает. Видел в детстве или знает это сейчас, является сам непосредственным участником или является свидетелем этого, да? Когда брызги летят, ваша одежда какой становится? Ну, окрашивается в этот цвет вина. Совершенно верно. Одежды свои он полощет в вине, это символ крови. В крови виноградной увдам анавим сото. В крови виноградной. Почему Яков говорит о крови виноградной? Вот вспомните Христа у Пилата. Его бьют, истязают, затем, насмехаясь, надевают венец терновый и багряные ризы, или пурпурные ризы, омоченные кровью. Вот. Это непосредственное пророчество о страстях, то есть о Рождестве Христовом он предсказывает,
о жизни Христа предсказывает вход Господень в Иерусалим, и о кончине Христа Яков на одре смертном сыну своему Иуде предсказывает. На этом мы пока заканчиваем. На следующей нашей встрече мы продолжим благословение сынов Якова, и давайте помолимся.